Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 1 ноября судебная коллегия по уголовным делам Дальневосточного окружного военного суда оставила без изменения приговор Якутского военного суда по уголовному делу о падении Ил-18 в поселке Тикси. Руководителя полетами аэродрома признан виновным в нарушении правил полетов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Напомним, 19 декабря 2016 года Ахмедов дал указание экипажу воздушного судна на снижение ниже безопасной высоты полетов. После занятия высоты Ил столкнулся с землей. Один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Военным судом Ахмедову назначено наказание 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, с него взыскано в пользу Министерства обороны России стоимость утраченного Ил-18. В Нерюнгри дальнобойщик не учел дорожных погодных условий и съехал на обочину дороги. Силами экстренных служб и ГИБДД его фуру вернули на полосу. Еще раз напоминаем о бдительности на дорогах. В месторождении Сталинка в Хангаласском районе Якутии с помощью заготовительной техники незаконно добыт песок в размере более 25 тысяч кубических метров. Сумма причиненного ущерба составила более 4 миллионов рублей. Преступление было выявлено во время проверки соблюдения законодательства о недрах. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры Хангаласского района. Житель Мирного может сесть в тюрьму за кражу 400 яиц. Сотрудники полиции задержали 32-летнего ранее судимого жителя города. Он подозревается в совершении кражи около 400 отборных куриных яиц на сумму 3500 рублей. Он работал водителем на птицефабрике. В день происшествия отвез в магазин очередную партию продукции для реализации. Однако, выгрузив товар, подозреваемый похитил одну коробку с яйцами и продал случайному прохожему за 1500 рублей. Вырученные деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело. Столичные полицейские устанавливают причины драки в клубе «Ремикс». По данным полиции, 15 октября в дежурную часть обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что около 4 утра его избили охранники ночного клуба и похитили мобильный телефон. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции был проведен осмотр, опрошены очевидцы и персонал заведения. Установлены 3 подозреваемых – контролеры клуба. В ходе проверки установлен второй потерпевший. Выяснилось, что 33-летний мужчина обратился в медучреждение с травмой челюсти. В настоящий момент проводится процессуальная проверка. Устанавливается степень причиненного вреда здоровью. Видео предоставлено порталом Сахадей. Следственный комитет по Кемеровской области задержал подозреваемого в убийстве подростка. 38-летний охранник застрелил одного из 2 игравших на базе детей, а тело спрятал в лесном массиве. Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее несудимый 38-летний житель областного центра. Мужчина пояснил, что ему позвонил брат и попросил проверить стройку, потому что там сработали датчики движения. Приехав на объект, он увидел подростков и потребовал, чтобы они покинули территорию. Они не выполнили его просьбу и стали бегать по недостроенному помещению. Тогда он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из охотничьего ружья, которое у него было с собой. После чего подростки разбежались в разные стороны. Мужчина побежал в лес за одним из них. При этом он еще несколько раз выстрелил в сторону одного из убегающих. Через несколько метров он увидел, что юноша лежит на земле без признаков жизни. Убедившись, что потерпевший умер, подозреваемый вернулся на стройку, куда как раз подъехал его брат. Он рассказал ему о произошедшем. Они договорились и вывезли тело подростка в другой район города, где закопали в лесном массиве. Позже следствием место захоронения потерпевшего было установлено. Тело обнаружено. В Москве выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия в торговом центре, где насмерть разбилась женщина. Следователи изучают камеры видеонаблюдения и проверяют действия охранника, который стоял в нескольких метрах и наблюдал за происходящим. За секунды до трагедии женщина всячески старалась привлечь к себе внимание. Усаживалась и даже ложилась на перила. Одна из версий – несчастный случай. Она просто пыталась сделать селфи.
На этих кадрах, снятых очевидцами, женщина, взобравшаяся на метровые перила, сначала сидит на них с ногами, а позже и вовсе свешивается в пролет высотой 4 этажа. Мимо, будто ничего не замечая, ходят люди с подносами. Какой-то молодой человек с другой стороны перил кидает женщине пару фраз. Охранник тоже делает ей замечание, но после ответа отходит в сторону. И как раз в этот момент женщина падает в пролет. Она легла. Она поворачивается. Фотографировались и как бы случайно, в смысле. В смысле, она фотографировала? Да, фотографировались как-то там, да, с подружкой, что-то там упало. В местном фудкорте эта трагедия уже обросла несуществующими подробностями. По видео очевидно, ни подружки рядом с жертвой, ни телефона в ее руках нет. Падение не несчастная случайность. Она отпустила руки и сама наклонилась вперед, предварительно убедившись, охранника нет рядом. Интересно, почему охранник ничего не предпринял, хотя видел, что она делает? Если они видели, что она делает опасные действия, могли ее вытащить и задержать. А так тупо бездействие, или он по рации спросил, что делать, но дальше тупо не успели среагировать. Это видео вызвало большой резонанс среди интернет-пользователей. Многие решили, во всем виноват охранник, ведь это он должен был удержать женщину. Да и очевидцы вместо того, чтобы снимать на телефон, могли попытаться ее остановить. Однако у начальника смены охранников торгового центра на это свой взгляд. По закону. Он все сделал правильно. А если бы охранник... Если бы, в смысле, за собой потянула? Да, не потянула бы, а не успел бы. Его бы обвинили и посадили бы за непредумышленное убийство. Знаете, когда человек умирает, и вы производите медицинскую помощь, и в результате этого человека умирает, то вас обвинят в смерти непредумышленной. Правда, адекватность таких его действий ставится под сомнение экспертами от закона. Юристы здесь цитируют требования к частной детективной охранной деятельности, и 12-я статья в них гласит: если лицо нарушает пропускной либо внутриобъектовый режим, который входит в деятельность охранника, то, соответственно, охранник должен был предотвратить это правонарушение и передать правонарушителя в руки полиции. Будет ли выдвинуто какое-либо обвинение в халатности охраннику торгового центра, пока неизвестно, следствие продолжается. Но работники соседних магазинов ни его вины, ни вины руководства здания в этом не видят. Каждому человеку охрану поставить это очень трудно. Это правда на самом деле судьба. Тут обвинять торговый центр, это было бы глупо, потому что там правда так сделано, что просто так человек оттуда не выходит. Если сама ты нагнешься... Вчера пострадавший с тяжелыми травмами увезли в реанимацию, а сегодня 42-летняя жительница Красногорска, жена и мать двоих детей, скончалась в больнице. Также сейчас медики продолжают бороться за жизнь и второй пострадавшей. С 4-го этажа женщина упала на человека. 27-летняя девушка получила тяжелую травму головы. Ксения Жеребцова, Анна Шамовская, Александр Беляев и Юлия Безгина. Новости 360. Будьте осторожней. На этом пока все. Хороших длинных выходных без чрезвычайных происшествий. И берегите себя.